В эфире еженедельная информационно-аналитическая программа «События недели». С вами Елена Лолуа. Здравствуйте. 26-27 ноября президент Абхазии Рауль Хаджимба по приглашению президента Южной Осетии Анатолия Бибилова посетит Республику Южная Осетия с официальным визитом. 26 ноября в воскресенье главы государств проведут переговоры. Планируется обсудить состояние и перспективы двустороннего сотрудничества, вопросы дальнейшего развития абхазо-юго-осетинских отношений. Запланировано подписание двусторонних соглашений. Анатолий Бибилов побывал в Абхазии с первым официальным визитом 7 июля этого года. Что еще интересного происходило на этой неделе? Медики Абхазии и России продолжили обсуждать механизмы реализации соглашений об обязательном медицинском страховании граждан России в республике и лекарственном обеспечении льготных категорий граждан России, постоянно проживающих в Абхазии. Для этого в республику приехали помощник министра здравоохранения России Анатолий Гулин и заместитель председателя Федерального фонда ОМС Александр Кувалдин. Гражданам республики будут выдаваться бессрочные полисы обязательного медицинского страхования, а страховые компании по ходу работы готовы рассмотреть предложение об увеличении количества пунктов выдачи полисов. Самое важное – это организация медицинского страхования граждан. Мы сегодня здесь прибыли с представителями Федерального фонда ОМС, территориального фонда Краснодарского края, которые уже начали эту работу по практической реализации этого вопроса. Совет Федерации 22 ноября ратифицировал протокол к соглашению между правительствами России и Абхазии, согласно которому увеличивается срок погашения 2-миллиардного железнодорожного кредита с 2023 по 2029 год, а сумма ежегодных платежей уменьшится с 316 до 109 миллионов рублей. Реструктуризация долга приведет к снижению ежегодных платежей, которые тяжелым бременем лежат на бюджете Абхазии. Надо понимать, что прямого списания задолженности соглашением не предусматривается. Экспортный кредит был предоставлен Абхазии в 2010 году. Полезность женевских дискуссий обсуждалась на встрече президента Рауля Хаджимба с Анти Туруниным, который завершает свою деятельность в качестве сопредседателя женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье от ООН. Финский дипломат занимал эту должность с 2010 года. И на протяжении 7 лет моей работы в этом непосредственно статусе у меня была возможность наблюдать за очень многими позитивными событиями, позитивными развитиями, в частности, которые касаются проектов, связанных с экономическими возможностями, улучшениями в области социальных моментов, а также ситуации, касающейся инфраструктуры в Абхазии. Я убежден в том, что мы и в дальнейшем будем оказывать вам поддержку. Я имею в виду все эти агентства ООН, которые представлены в Абхазии, готовы помогать вам во всех необходимых вопросах, в частности, касающиеся вопросов документации, проектов, связанных с образованием. Все эти вопросы, которые сегодня находятся на повестке дня, которые требуют решения, и эти решения, я считаю, могут быть найдены на основе наилучшей практики, которая имеется в распоряжении международных агентств. Много вопросов и проблем, которые есть, решаются. Значительная часть, к сожалению, иногда бывает не так быстро решается, как хотелось бы. Но надеюсь на то, что возможности, которые прикладываются к решению этих задач, будут способствовать улучшению ситуации. Мы с вами прилагаем массу усилий для того, чтобы все-таки снимать напряжение по многим направлениям. В то время, когда международные структуры принимают активное участие в этих процессах, к сожалению, грузинская сторона, я это говорю в первую очередь, продолжает блокировать все те вопросы, которые связаны с темой даже гуманитарных вопросов. Я не думаю, что это придает ей больше авторитета, но это и есть. События в далеком шотландском городе Килмарноке вот уже вторую неделю получают негативную оценку в Абхазии. И не только в Абхазии. Против сноса памятника воинам, погибшим в ходе войны в 1992-1993 годах, выступили участники миротворческого процесса на Южном Кавказе.
В совместном заявлении они выразили сожаление, что мемориал, посвященный погибшим в Абхазии, по-видимому, был демонтирован без предварительных консультаций с теми, кто имеет с ним историческую и эмоциональную связь. И призвали все заинтересованные стороны восстановить памятник на прежнем месте. В Абхазии громко заявили о том, что это, конечно, неприемлемы такие действия. Это очень сильно отдаляет нас от какого-либо понимания, взаимопонимания в будущем. И то, что была реакция тоже представителей международных организаций, которые работают в нашем регионе, и с Абхазией, и с Грузией, там, с другими регионами конфликтными на Южном Кавказе. Такое сбалансированное, выверенное заявление, мне кажется, это было очень правильно. На фоне политики изоляции со стороны Грузии весьма своевременным был прошедший в Сухуми в конце прошлой недели первый международный форум «Кавказ в контексте глобализации». Его участники обсудили вопросы безопасности и новые вызовы, с которыми сталкивается не только Абхазия, но и весь Кавказ. Предлагались механизмы укрепления общего культурно-информационного и гуманитарного пространства, объединяющие Абхазию и Северный Кавказ. Форум собрал солидную публику – ученых, общественных деятелей, политологов, экспертов Абхазии, России и Северного Кавказа. Для оперативного обсуждения и разрешения наболевших вопросов было решено создать Международный Кавказский клуб. Вот об этом мы сегодня подробнее поговорим с начальником экспертного управления администрации президента Абхазии Асланом Барцыц. Здравствуйте, Аслан. Здравствуйте. Прежде чем мы перейдем к нашему разговору на тему «Кавказ в контексте глобализации» и роли Абхазии, у нас готов сюжет, давайте посмотрим, а потом поговорим. Давайте. Кавказский регион и глобализация. Эта тема волнует политиков и ученых уже не один год. Эксперты задаются вопросами о том, что может стать главным фактором объединения народов Кавказа, какие проблемы характерны для каждого из них и как строить общее будущее, чтобы выступить единой силой перед вызовами современного мира. Советник президента Абхазии Владимир Зантария ставит во главу угла культурологический аспект проблемы. Именно культурный обмен, считает он, способен сыграть важную объединяющую роль между народами Кавказа. А создание Кавказского клуба – важный шаг в этом направлении. Проблемы геополитики тоже важны, но очень важен культурный обмен, большой культурный обмен, потому что после распада СССР связи, которые были достаточно оживленные, их мы не ощущаем. Надо говорить, надо встречаться. Живой обмен не заменишь никакими протокольными встречами. Процессы глобализации подразумевают не только усиление региональных взаимосвязей, но и возникновение новых угроз безопасности, которые требуют своевременного реагирования. Каждый народ в эпоху глобализации сталкивается с ситуацией выбора своего дальнейшего пути. Выступая на форуме, политолог Александр Скаков заявил, что у Абхазии на пути к развитию должно быть несколько главных целей. Любая страна в этой истории, в этом мире должна состояться и состояться не один раз. То есть история – это постоянная борьба, постоянная попытка утвердиться и выжить в этом мире. Абхазия не может быть только национальным проектом абхазского народа, но и им тоже она должна быть. То есть есть две главные цели в данном случае. Первая цель – это создание в Абхазии единой нации, где люди объединены наличием общей идеи построения суверенной, независимой, счастливой и преуспевающей страны, где все живущие здесь, и абхазы, и русские, и грузины, мигрелы, армяне, все думают именно об этом. И все видят свое общее будущее. И вторая часть этого проекта – это сбережение и развитие этнической нации, то есть абхазов как нации, образующей данное государство, государство-образующего этноса. Народы Кавказа должны взаимодействовать не только в вопросах культуры, но и решать социально-экономические и политические задачи в ходе своего общения. Кавказский клуб может стать площадкой, которая ставит вопросы кавказского единства, как некого цивилизационного пространства, считает политолог Лейла Тания. По мнению эксперта, самая важная задача в этом плане – сохранение стабильности и безопасности в регионе. Совершенно очевидно, что основная угроза Абхазии и, соответственно,
всему региону, потому что Абхазия – это часть региональной безопасности, исходит со стороны Грузии. Здесь мы достаточно обратить внимание даже на закон об оккупированных территориях, который приняла Грузия. Потому что если есть закон об оккупации, значит, этот закон создает правовую базу для совершения деоккупации, то есть для реванша, вероятно, военного реванша. Поэтому это, безусловно, вызов для региональной безопасности, как и в целом вся политика Грузии после распада Советского Союза. Позиция Грузии в отношении Абхазии, считает Лейла Таня, сильный дестабилизирующий фактор на Кавказе. Один из способов решения этой проблемы, по мнению эксперта, это принуждение Грузии к миру международным сообществом. Никто не просил у гитлеровской Германии мирного договора. Ее просто принудили, как нарушителя международного права, к выполнению тех или иных условий. Поэтому на данном этапе я считаю, что мы должны использовать ту же самую стратегию, которую, кстати, использует международное сообщество в отношении к Сербии. Вот именно такой подход, принудительное признание Грузии независимости Абхазии, мы должны пропагандировать в международных структурах. Возможно ли сосуществование в Кавказском клубе государств-антагонистов, государств, где остры межэтнические или межрелигиозные проблемы? По мнению Лейлы Тани, снять все эти противоречия поможет создание именно Абхазии, так называемого пакта стабильности для Кавказа. Он как раз направлен на создание инструментов для долгосрочного сотрудничества, взаимодействия и в конечном итоге стабильности. Я просто приведу пример, как, например, в Европейском Союзе исторические соперники Франция и Германия в процессе вот такой долгосрочной интеграции стали фактически союзниками за относительно недолгий исторический период. Вот мы в рамках пакта предполагаем создание таких инструментов, которые позволят многим народам именно преодолеть многие исторические вызовы, исторические проблемы вот исторической памяти, исторических каких-то негативных событий. И я считаю, что вот с таким пактом стабильности должна выступить именно Абхазия, как малое государство, очень уязвимый малый коренной народ, который нуждается в международной поддержке. Что касается Грузии, мы должны, конечно, объяснить международному сообществу, в чем заключается вообще наша, так сказать, позиция по вопросам региональной стабильности и показать, почему именно Грузия является сегодня вызовом для безопасности не только малочисленного абхазского народа и небольшого абхазского государства, но и вызовом для региональной безопасности. Насколько жизнеспособным окажется Кавказский клуб? Как активно он будет влиять на жизнь региона и каждого народа в целом? Говоря о потенциале этого клуба, Владимир Зантария сравнил его с Конфедерацией народов Кавказа, в реальную силу которой многие изначально не верили. В одно время спящий вулкан под названием Кавказ был пробужден Конфедерацией народов Кавказа. Помните, насколько это сильно было тяготение наших братских народов друг к другу, начиная от Дагестана и кончая Абхазией, и какие происходили здесь события, которые в итоге привели к тому, что когда над Абхазией нависла угроза, все они встали рядом с нами и защитили Абхазию. Кавказский клуб может сыграть уже в современных условиях большую роль. У нас есть достаточно ресурсов и достаточно влиятельных людей, которые могли бы влиять на ситуацию. Владимир Зантария уверен, что, учитывая интересы каждого народа, можно выступить единым фронтом перед лицом более глобальных проблем. Именно оно, это единство, может заставить мир считаться с Кавказом и его этносами, считает эксперт. Тогда можно было вообще прийти к выработке какой-то маленькой микромодели развития Кавказа в будущем. Это могло бы вылиться в дискуссию, к которой подключатся и очень крупные политологи. Например, я иногда слушаю последние события на Кавказе. Вы знаете, вот в связи с выступлением Гвашева, как выступил Максим Шевченко, посмотрите, насколько тонко
исторические, этнопсихологические, все нюансы этот человек учел, а он человек с большим именем и человек, который влияет на определенную ситуацию там в Москве и в России. А таких немало, таких очень много. Когда будут усилия эти сосредоточены, когда будет консолидация этих сил интеллектуальных, тогда мы можем влиять на ситуацию. А разрозненно никто с нами считаться не будет. Кавказский клуб, по мнению экспертов, может сыграть консолидирующую роль в жизни региона, послужить культурному взаимообогащению народов и их дружескому сближению. Работа не из простых, но, как полагают создатели Кавказского клуба, это возможность, которой не стоит пренебрегать. Белла Кварчия для событий недели. Вот на ваш взгляд, какую роль может сыграть Кавказский клуб в регионе, вообще какой у него потенциал? Ну, на самом деле, хочется отметить, что прекрасный репортаж был, и те люди, коллеги, которые выступали, они дали глубокий анализ. Хочется добавить вот что. Ну, понимание контекста, что такое Кавказ. Кавказ – это 30 миллионов жителей, в общем, если взять. Ну, чуть больше 50% исповедуют христианство, чуть меньше ислам. Это более 50 наций, народностей, проживающие на Кавказе. Поэтому столь пестрое разнообразие и столь разные люди и так далее, всегда это было, Кавказ всегда был таким неспокойным регионом, разные политические интересы присутствовали, разных держав и так далее и тому подобное. Исходя из этого, мы должны понимать, что на самом деле важность некой площадки того же самого Кавказского клуба, важность этой площадки заключается в том, чтобы, насколько возможно, сблизить, значит, позиции, сблизить понимание, сблизить, значит, тех, кто сегодня, казалось бы, являются непримиримыми антагонистами. Для этого и нужен Кавказский клуб, для того, чтобы сохранить мир на Кавказе в первую очередь. Что касается непосредственно наших абхазских интересов, здесь я хотел бы отметить, что волей Всевышнего, волей судьбы, так получилось, что Абхазия на сегодняшний день является независимым государством. И это полагает как бы перед нашими братьями, адыгами, черкесами определенная, если хотите, ответственность перед ними, потому что они смотрят, как мы строим наше независимое государство, они смотрят на процессы, которые происходят вокруг нашей Абхазии. Поэтому, насколько мы будем понимать свою меру, свою частичку, свою часть и немалую часть ответственности, а столько и зависит региональное состояние, региональное положение, ситуация вокруг Абхазии и в Абхазии. Конкретно я хотел бы коснуться вот, взаимоотношений наших интересов, наших абхазских интересов на Кавказе. В первую очередь, конечно, это наши взаимоотношения с враждебной Грузией, потому что сегодня мы имеем государство, которое всеми своими действиями, значит, пытается противостоять нашей независимости на всех, скажем так, мероприятиях, касаемо это каких-то внешнеполитической ситуации, касаемо спорта, культуры и так далее. Здесь они не делают различий между чисто гуманитарными какими-то вещами, спортивными, культурными мероприятиями. Ну, политика изоляции, да, они занимаются изоляцией Абхазии, занимаются при этом весьма, скажем так, агрессивно и пытаются на каждом этапе противостоять каким-то нашим движениям, скажем так. Второе, что я хотел бы отметить, Республика Грузия пытается изменить формат нашего конфликта. То есть они сегодня вышли на то, что это не конфликт между Абхазией и Грузией, или, скажем, Юго-Осетией и Грузией. Это конфликт между Грузией и Россией. Вот в этой ситуации, значит, получается, что мы не являемся тоже вот стороной как бы конфликта. Опять это вот направление
направлена на ту самую политику изоляции Абхазии. И как бы мы на сегодняшний день должны и делаем это, активно противостоим против такой позиции. И в этом плане мы действуем, на мой взгляд, последовательно и не отклоняясь от нашей основной линии. Что касается как бы обмена, культурного обмена, экономических каких-то ситуаций с нашими северокавказскими братьями и партнерами, то тут нужно отметить, что в разные времена в новейшей истории Абхазии, вот с 2008 года, были разные, скажем так, неоднородный был подход. Почему? Потому что когда-то вот 2-3 года, допустим, мы видели какое-то затишье между... был период охлаждения, был период, некое охлаждение, да, вот. Вот этот вот период, очень горько и обидно об этом говорить, да, это как бы отразилось и на наших братьях, и на нашем обществе. И вот эти моменты, я думаю, очень важно, чтобы таких моментов, во-первых, не повторялось, а во-вторых, чтобы мы в силу своих возможностей все равно как бы уделяли очень серьезное внимание на развитию отношений между республиками Северного Кавказа, между нашими юго-осетинскими партнерами. Если посмотреть географическое месторасположение Абхазии, то мы видим, что здесь сосредоточены Кавказ и месторасположение Абхазии. Здесь сосредоточены логистические узлы. Это транспортный логистический узел, экономические какие-то вещи. Здесь у нас есть серьезные перспективы, и поэтому мы должны использовать в том числе и эти вещи. Насколько актуальна тема строительства военно-Сухумской дороги? И помнится, еще Владимир Путин, будущий премьер-министром, говорил о перспективности строительства этой дороги. Вообще стоит эта тема на повестке дня? Что вам известно? Ну, на повестке дня сейчас как совершенно актуальная такая проблема. Мне кажется, она не стоит. Мы просто эпизодически возвращаемся к этой повестке дня. Но мнение в абхазском обществе разное по этому поводу. Но на мой взгляд, такой транспортный коридор для Абхазии необходим. Почему? По той простой причине. Экономика носит глобальный характер, и мы не можем остаться в стороне от каких-то глобальных экономических процессов. Мы не можем стать закрытым обществом. Волей-неволей, с широким признанием дальнейшим, мы будем входить в мир и отгораживаться от этого мира какими-то заборами и так далее мы не можем. И в силу того, что с Грузией нерешенный политический вопрос, Абхазия вот именно в транспортном таком коридоре превратилась в тупик. И на мой взгляд, если будет вот очередной, не то что очередной, если будет вот этот транспортный коридор создан, то Абхазия вполне может стать значимым таким логистическим узлом, потому что товары, которые проходят через сейчас российский Новороссийск, российские порты, там мы знаем, что там очень серьезная загрузка идет, и там как бы те возможности, которые сегодня обладают порты российские, они не безграничны, поэтому вот дополнительный такой узел, и по расстоянию тоже идет серьезное сокращение, было бы серьезное сокращение. И Абхазия тоже могла бы на этом очень серьезно зарабатывать. То, что есть опасения, якобы через эту дорогу могут прийти сюда или проходить нежелательные элементы, там имеется в виду разные... Да, такие опасения у нас звучат. Но знаете как... Также они могут и без этой дороги, также спокойно, как бы при желании, если все это будет бесконтрольно, они также могут и в Абхазию приходить, и через горы. Любая дорога, любая магистраль международного характера, она должна соответствующе охраняться и иметь соответствующую безопасность. Мы говорили о том, что был период такого... охлаждения взаимоотношений с адыгским миром в силу разных обстоятельств, но сейчас на официальном уровне вот эти темпы мы стараемся нарастить, и контакты с Северным Кавказом. Вот какие
Какие конкретно проекты, что вам известно, вот, разрабатываются сейчас между Абхазией и Северным Кавказом? Ну, эти контакты, они существовали всегда. Вы правильно подметили, что был некий период такой охлаждения или, скажем так, недоработки вот в работе, вот в этой работе. Это один момент. Второй момент, то, что, во-первых, мы связаны, скажем так, родственными отношениями и так далее, это накладывает определенный отпечаток. Мы должны общаться, мы должны как бы создавать новые площадки. Сегодня я знаю, что, допустим, те, кто хочет заняться предпринимательством в Республике Абхазия, это есть отдельные, как бы, ну, отдельные предприниматели, которые сегодня вкладывают и хотят вкладывать в Республику Абхазию. Это большой культурный обмен, это наша научная творческая интеллигенция, общение и так далее. Но сейчас конкретно вот что вот тот или иной проект я не могу сказать вот сейчас на память. Есть два момента. Всемирная глобализация, кроме каких-то плюсов, на мой взгляд, обладает несколькими серьезными отрицательными моментами. Глобализация стирает, на мой взгляд, и шлифует особенности, язык, традиции и так далее. Все, что мы называем национальной самоидентичностью, на мой взгляд, глобализация начинает шлифовать и превращать это такой в некий общий, единый, я его так образно называю, гамбургер. То есть Макдональдс, он во всех странах на вкус один и тот же. И в то же время надо понимать, что есть вещи, которые мы не можем игнорировать. Это, допустим, те же цифровые технологии, допустим, мировой прогресс идет вперед. Мы же не можем отказаться от компьютеров, от сотовых телефонов и так далее, и так далее. Но мы должны это принимать и использовать во благо развития нашей национальной культуры, нашей национальной самоидентичности. Другого пути у нас просто нет. Если мы просто будем тупо копировать и тупо следовать каким-то вот их шаблонам, понятным только им, то мы потеряемся. И поэтому в этом плане как бы одним из таких мощных форпостов, используя свой независимый статус, должна стать Абхазия таким мощным форпостом, где сосредоточение традиций, языка и культуры будет как бы сохранено вот таким неким колпаком, называемым независимость. Через независимость мы должны сохранять то, что есть. И все-таки, Аслан, насколько мы активно работаем с Северным Кавказом? Потому что угроза со стороны Грузии сохраняется. Политика изоляции, международной изоляции со стороны Грузии сохраняется. Вот как нам вместе держаться и не потеряться, чтобы выстоять? Да, в последние годы наш президент Рауль Джункович Хаджинба достаточно активно совершал поездки и контакты с нашими северокавказскими республиками, братьями, я имею в виду нашими северокавказскими. И наши общественные организации, наши ансамбли, значит, ветеранские организации и так далее, они достаточно как бы активизировали по сравнению с прошлыми временами, годами. Но, на мой взгляд, конечно, этого мало. Мало, потому что, я еще раз подчеркиваю, что у нас в запасе есть много потенциала неиспользованного, вот, где можно достаточно широко еще использовать свои возможности. Но мы же с вами понимаем, что как бы основной проблемой иногда бывает нехватка средств. То есть на какие-то вещи, на какие-то мероприятия нужно использовать средства, нужно иметь какой-то запас. Есть, на мой взгляд, есть момент, где вот нехватка именно вот материальных каких-то средств тормозит. А проектов много, у молодежи много проектов и идей различных. Кстати, молодые люди, они более, скажем так, в этом плане более активны и более легки на подъем и так далее. Но потенциал есть, и этот потенциал, конечно, нужно развивать, безусловно.
Аслан, спасибо, что пришли и поделились соображениями насчет того, как будет работать Кавказский клуб и значимость этого Кавказского клуба. Спасибо вам. И будем отмечать День Конституции. На самом деле это один из самых таких важных и значимых праздников, потому что мы помним прекрасно, в каких условиях принималась наша Конституция, как она была выстрадана. Мне хочется пожелать всему нашему многонациональному народу успехов в нашем нелегком деле, взаимопонимания, взаимоуважения. И на вот такой, может быть, позитивной ноте я хотел бы с вами попрощаться. Спасибо за приглашение. Спасибо, до свидания. Уважаемые телезрители, я напоминаю, у нас в гостях был начальник экспертного управления при администрации президента Аслан Барциц. Мы продолжаем выпуск. Сотовому оператору А-Mobile 11 лет. Услугами компании пользуются более 100 тысяч абонентов. А А-Mobile предоставляет населению не только доступную сотовую связь, но и принимает участие во многих благотворительных акциях. Как отметил оператор А-Mobile свой день рождения, расскажет Сария Смыр. Компания Mobile всегда идет в ногу со временем. Каждый раз ей удается удивлять своих абонентов и придумывать интересные конкурсы и акции. В этом году, в день своего рождения, сотовая компания также не осталась в стороне. Впервые в Абхазии прошел Smart Quest, иными словами, интерактивная игра. По условиям конкурса необходимо было найти 7 подсказок, разбросанных по столице, и дойти первыми до финала. Участие в акции приняли более 70 человек. Очень интересно выйти, походить совместно. Я участвую с сестрой. Для того, чтобы провести хорошо время. И все. Не обязательно выиграть. Главное поучаствовать. Это интересно, когда где-то есть, что-то есть, и мы должны это найти и просто поугадывать. Для кого-то участие в подобных конкурсах – новый опыт, но ребята уверены в своих силах. Каждый из них настроен на победу. Это интересно, и в Абхазии не так часто проводятся такие мероприятия, поэтому каждый хочет принять в них участие. Smart Quest начался у скульптуры Ес-Сухум на набережной Махаджиров. Раздача номерков осуществлялась под музыку, что и создавало атмосферу настоящего праздника. После того, как все номерки были розданы, участники акции начали поиски. Все загадки были зашифрованы в специальные коды, считывались они только с телефона. Каждая загадка таила в себе следующую локацию, и так по цепочке. Приятно, что огромное количество участников смогли проявить смекалку, и главный приз нашел своего обладателя. Квест – это модное мероприятие, и для нас, как для организаторов, особенно приятно то, что молодежь с энтузиазмом откликнулась на проект, и игра прошла на одном дыхании. Результаты конкурса были озвучены через несколько часов. Свой заветный новый iPhone X получила студентка 4-го курса АГУ Астанда Жиба. Девушка поделилась с нами своими эмоциями после выигрыша и рассказала, что на пути к заветной победе ее ожидало множество препятствий. Изначально я не собиралась принимать участие. Мой друг Анри, он вчера просто предложил поучаствовать. Вообще не думали, что выиграем. И вот он мой. Не знаю, у меня я в шоке немножко. На этом сюрпризы и подарки от компании А-Mobile не закончились. Все участники акции Smart Quest смогли принять участие и в лотерее. Было разыграно 9 ценных призов. В их числе беспроводные наушники, электронная книга, сертификат на годовое обслуживание на одном из тарифов А-Mobile. Итак, вам достается вот эта замечательная портативная колоночка от замечательной компании JBL. Розыгрыш призов стал настоящим праздником для всех, кто здесь собрался. А вкусные угощения, приятная музыка и вовсе сделали этот день незабываемым. Холодная погода не помешала веселиться детям и взрослым. А-Mobile удивил своих абонентов и жителей новым логотипом. Теперь фирменный красный цвет компании стал еще насыщеннее, а логотип более стильным, современным и лаконичным. Это еще раз доказывает, что главные ценности компании – это открытость, динамичность и, самое главное, доступность. Сария Смыр, Саида Гухава для событий недели. На сегодня это все. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго. До новых встреч в эфире.